Хотел на лыжах прям от избы. А потом смотрю, здесь, знаете, вот прекрасно ходить по льду. Ну, где-то сантиметров 15 есть снега. Не скажу, что по асфальту идешь, но, блин, лучше, чем на лыжах. На лыжах тяжелее. А я так раз, второй пройду. У меня такая тропинка здесь будет. Так что все хорошо. Ладно, сейчас погреюсь в избушке. И ветер очень холодный на реке, прям как по туннелю идет. Будем надеяться все-таки, что на уху кого-то поймаем. Целые сутки будет жерлицы там стоять. Ну, кроме этого, еще поставим выше избы. Так, а тут уже с флажками идут. Вот. Весь процесс, как я это ставлю, я не стараюсь снимать, потому что это неинтересно. Думаю, интереснее будет смотреть, как я буду проверять, если будут сработки. Так это все выглядит. Наледь есть, но он под слоем льда. 3 сантиметра хороший лед, потом уже наледь. Ладно, пойду к избушке по своей тропинке. И сразу надо палочкам отмечать, потому что метет. Прям может сравниться все и не найдешь жерлицы даже. Так что вешки ставим. Тулан не знаю. Тулан по своим делам куда-то ушел. Я его еще не видел. Пол горбуши хлеба съел и оставил половину. И куда-то ушел. Там, ребят, впереди у меня уже сработка. Интересно. Давайте посмотрим. Сейчас ближе подойду. Холостая или нет там. Все равно проверим. Может, от ветра так сработка получилась. Не знаю. Опыта мало у меня. Жерлица. Да нет. Открутила все, ребят. Рыба все-таки тут. Тут рыба. Надеюсь, видите все. Все. Размотала. Есть. Ох, есть. Пока есть. Пока есть. Пока есть. Крупный. Волнение, конечно, тут. Капец, багору петь забыл, Олег. Опа. Ух ты. Бьется очень сильно, ребят. Капец, как бьется он. Крупный. Не знаю, как это делается, блин. Ух ты. Опыта нет у меня с жерлицами, блин. Вон, вижу, морду немножко вижу, застрял. Не лезет. Поперек вот так стоит. Вроде заходит. Большая, ребят. Вот это да. Вот вам и рыба, ребят. Саршин, рыбу поймал. Вот такое начало, ребят. Рыбу поймал. Щуку поймал я. Хорошую щуку.
добротную, хорошую щуку поймал. Так что пишите, какой я не рыбак, не охотник. Прямо в глаза смотрю, блин, таким комментаторам. Сколько бы ни показывал дичи и рыбы некоторых. Блин, ребят, ставьте лайки. Вот это да, мощь. Капец. Вот это начало. Так, пару фотографий сделал. На двойник попал. Блин, опасно, конечно, тут. Зубы очень большие. Но попал хорошо. Так. Ладно, сейчас буду разбираться. Надо вытащить как-то из пасти вот это. Так. Давайте на скидку посмотрим. Раз, два, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 сантиметров. С хвостом и с головой 65. Ну, грубо говоря, почти 70 аршин. Капец. Так, надо вот как это вытащить. Не знаю. Ой. Он может дернуться так, что мало не покажется. Но. Бля. Укусила капец. Ну, попалась. Вот это, да, укусил он. Ага, есть один. О, все, ребят. Еле-еле на крючке он сидел. Так что повезло. Укусил, бля. Смотри. Кусает как. Большой и тяжелый. Ну вот. С уловом нас, ребят. Капец. Вот это да, акула. Так, короче, вот эта сотка для таких щук. Он маленький. Еле-еле влез. Очень тяжело было доставать. Вот эту палку еще сюда поставим. Щукинцы, конечно. Вот это да. Мощь. Вот, ребят. Вот. Такой здоровый. Хороший. Хороший. Что тут скажешь? Трофейная щука. Ну вот. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Непонятно, или собакам, или что тут было-то. Тоже флаг сработал. Просто упал, что ли, он. Я уже возле избы. Тут просто сработка непонятная какая. Улетела. Да. Холостая. Пыль тут. Что-то много у меня открутилось. Тут, наверное, тоже какая-то рыба была. Блин, зацепился. Что-то здесь кто-то, наверное, был, ребят. Потому что очень много открутилось. Здесь не так глубоко. Не, какая-то сработка видно была.
Так. Надо этот. Так, надо поставить. Так. Короче, здесь какой-то хулиган еще есть. Отлично, но он недалеко от избы. Смотрите. Собак нету или где он у меня? Вот. Может, предбанники? Так. Свежих следов нету. Он еще не приходил, что ли? Ничего, он гуляет. Да, не приходил он еще. Все. Перекур. Замерзает сейчас. Холодновато, конечно, зимой заниматься этим рыбалочкой. Нож самодельный тоже. Здесь у меня избушка запасной. Хорошо, что он здесь был, потому что я сам дома забыл, блин, сегодня. Без ножа приехал. Представляете? А вообще, наверное, нож нужен с собой, чтобы на рыбалке, скажем, проглотит щука. И крючок, чтобы вынимать. Ну все, будем потрошить. Сейчас, конечно, тут посмотрим, что тут у нас. Заварил свежую заварку. Почистил рыбу. Вот, сейчас потеплее оденусь, потому что на реке холодно, если честно. Продувает просто вот насквозь. А вчера ветрище было вообще. Собака пока не вернулась. Ну, услышит мой буран, догонит. Сейчас на буране поедем. Живцов не так много. Живцы у меня с прошлой рыбалки, они замороженные были. Но как видите, если есть рыба и на замороженную рыбу, он хорошо берет там. Ну, разморозил я, и на дохлую рыбу он прекрасно берет. Щука, я имею в виду. Что хватит, я поставлю жерлицы и попробую еще, может, там порыбачить выше избы там или ниже избы сходить, не знаю. Ну, короче, попробуем ельцо половить. Но надежды у меня нету. Уже, блин, лет 5, наверное, здесь вообще ничего не ловится. Зимой имею в виду. Вот. Ладно, сейчас с сыром чай еще попью и поедем дальше. Короче, опять сработка там. Сейчас трогать не стану. Пускай успокоится она. Или мелкий, или, я не знаю, слишком хитрый. Но флажок уже горит.
Вон так, на другом берегу еще одна жерлица. Отлично, когда рядом с избой там сработки, пускай. Потом, давай съездим, приедем, уже потом проверим. Еще раз говорю, пускай побалуется там. Нормально, что попадет. Главное не пугнуть. Так, надеюсь, заведется. Дрын-дын наш. Так, о, блядь. Кнопку забыл. Замерзает, блядь, все. В этом конденсате, блядь. Не конденсат даже, а все обледенело с прошлого похода. Не выходит кнопка. Там тумблер нужен. А эта кнопка фигня. О, сейчас вот вышло. Сейчас заведется. Замерзла. Тулан ходил, начертил тут. Везде вон, следы его.
Ну вот пару штук сюда бахнем. О, бездельник. Ха! Тула! Устал уже. Тулан. Охотник. Сам по себе ходит. Вот целый день еще не появлялся. Тула! Без ошейника не вижу его. А? Ладно. Идет и идет. Так, кустики надо еще мне. Все в катушках. Ладно, сейчас подожди. Лапы посмотри. Ой, блядь. Все в катышках, ребят, у него. Лапы везде. Вот здесь такие, как с яблока, такие комочки были. Убрал. И между вот лапами, между пальцами вот такие. Везде катышки. Вот. Что-то болтаю, надо идти. Вползти сейчас, капец. Очень тяжело будет. Ну и здесь на повороте, может, чуть позже, если что там можно еще попробовать яйцо порыбачить. Вот только вот пешню не взял вдоль берега, надеюсь, все хорошо, не опасно. Так. Привет, Тулан. А здесь я вижу, кто-то спускался до нас. Здесь какой-то рыбак был. Плюет. Опа. Любимое занятие у него по реке там бродить. Эти кусты сломаю их. Ну, вроде сейчас ветер стих. Ветра нету. Но все равно лучше кустик поставить. Так, по следам Тулана пойду. Не блюхнуться бы. Блин, пойми эту речку. Льда в этом году вообще нету. Честно. Блядь. 15 сантиметров только. Пятнадцать сантиметров льда. Ух. Ну вот. Все, сейчас буду ставить. Пару штук поставим. Прямо здесь сразу. Тут. Потому что с ямы обычно хищник поднимается на мелководье. На кормежку. Чучела не видны. Вот тут у меня были. Одна еще висит где-то. Из фанеры я делал. Косачиные чучела. Очень много долбили, стреляли по ним. Думали, что там косач. Вот и все. Смотрите. Капец. Это не лед, это так. Все. Опасно. Опасный лед в этом году. Короче, Тулан по реке тук-тук-тук пошел до избушки. Я уже на берегу. Поедем дальше. Тут этот поворот. Поставил жерлицы. Уже на обратном пути буду смотреть. Налево посмотрю. Так, тык-тык-тык. Есть или нет сработка. Сейчас пока светло. Флажки издалека видны. Вот. Сейчас еще один поворот схожу. Хотя надо бы туда еще сходить. Чуть выше. На лыжах желательно. Но лыжи не взял. Так и в планах у меня вот этот поворот. И дальний еще. И хватит. Если жерлицы останутся, я остатки еще ниже избушки. От избы там куда-нибудь бахну, поставлю.
Вот. Ну, будем надеяться, что будет сработка. Еще сутки тут будут стоять они. Пока тишина. Ладно, едем дальше. Так, ну ладно, Кулан сейчас... Он меня будет ждать в избе. Ничего страшного. Пускай отлежится он там. Опа. Понял. Четырехтатный. Валентин. Что-то пыхтит у него буран. Один цилиндр хреново работает. Знакомый поехал домой. Валентин. Я его снимал один раз. В Сувьюдоре он интервью давал в избушке. Короче, как, надеюсь, слышно было, как он. У него буран вообще плохо работает. Как будто вот перебой такой вот троит. Так резво идет, но вообще звук такой непонятный. Ну вот я развернулся, дальше не поеду. Смотрите, какая заснеженная тайга. Вот, до сих пор идет снег вообще. Идет и идет. Небо такое затянуло. Вот. Ну а я здесь еще поставлю жерлицы. И хватит. Проверим еще вот этот поворот. Большой поворот. Где я застрял осенью на лодке. Вот. Туда один, сюда, туда. Так как-то раскидаю. Не знаю, в прошлом году что-то вообще не ловилось. Позапрошлом году щуку я здесь поймал. В прошлом году тишина была. Спуск, я не знаю, где спуститься. По грудь там снег. Все вот так выглядит, ребят. Очень жестко. Сейчас снегу. Ну, одним словом, сейчас я поставлю и потом уже включусь. Прячусь под капюшон. Идет снег. Не прекращается. Вон там, смотрите, река какая. Там, во-первых, опасно ходить. Во-вторых, там мелко. Хотя тут глубина вообще бешеная была. Очень глубокое место было. Вся река высохла. И там даже на лодке сейчас вообще непроходимые стали места. Все, как сказать, ну, от силы, наверное, 20 сантиметров воды. Вот так все изменилось. Ну, пока тут я все закончил, жерлицы я на этом повороте поставил. Сработки не было пока. Посмотрим, что будет завтра. Может, вечером еще сегодня. Знаете, вот можно где-то часов 7 вечера под фонариком нас прийти проверить,
Сейчас поедем на избушку и там проверим эту сработку возле избы. Не знаю, кто-то попалось или нет. У меня 3 рыбы еще осталось. Вот. Так что эти 3 штуки еще надо куда-нибудь желицы поставить. Вот это да, снегопад. Смотрите. Сколько деревьев сломает этот снег. Гнет и просто основно сосны не выдерживают. Ломаются. Вот так все это выглядит. Там, ребят, сработка. Сработал. Жерлица сработала. Ледобор оставлю. Сходим, проверим. Волнение, полные штаны, блин. Просто не умею я тащить это, блин. Или просто так ударчик был. Вроде затянуло что-то там. Вроде. Пусто. Просто удар. Так. Короче, ударил, подходил. Но выплюнул. Не знаю. Кто тут шалит? Но это обнадеживает. Ребят. Так. Так, ладно. Будем ждать моря погоды. Это хорошо, что есть работка. Значит, кто-то тут есть. Самое сложное вот тут. Даже не представляю, как здесь подниматься. Еле спустился. Честно слово, блин. По груди тут снега. Так. Ну, попробуем. О. Туннель такая, блин. Твою евизию. Честно слова, блин. Не знаю, смогу ли я тут подниматься. Опа. Коленями так разбиваю все. Хреново, бля. Вообще. Аккумулятор разрядился. Но победил я эту гору, блин. С моими длинными ногами, и то тяжело. А они низкорослые мужики, ребята. Тут заколебались бы подниматься, честное слово, блин. Руками и ногами я ковырял там, поднимался. Да, хреново дело, конечно, столько снега. Тяжело ходить без лыж.
И в этом году, наверное, тяжело будет лосям. Весной волк и медведи просто их будут давить жестко по насту. Когда первые медведи будут выходить из берлоги в марте. И очень даже хорошо они давят лосей. Шатуны, блин. А не говоря о волках уже. Быков-то они не смогут, но этих малышей годовалых они просто всех передавят. Им тоже жрать-то надо. Все, сейчас поедем. Если будет сработка, я там включусь на следующем повороте. Если нет, так уже ближе к избе буду включаться. Война, шумода. Tula, lak çöm yattır. Lak. Çöm yattır. Чуть теплее. Топчу дорогу тут. Еще туда-сюда проеду и будет хорошо. Все ништяк. Все. Протоптал немножко. Закроем. Снег не перестает, блин. Идет и идет. Идет и идет. Все. Хватит ссать, то он здесь. Достал уже. Давайте, ребят, сразу еще сходим к реке, там проверим эту жерлицу. Вон туда, ну.
Пусть подморозит здесь тропинку. Тут я расширил. Фух. Так. Ладно, сейчас сходим. Буквально тут рядом. Отсюда даже видно. Он заработал. Вот флажок.